Я искренне рад снова побывать в Республике Ингушетия. Вижу те преобразования динамичные и позитивные. Вступительное слово члена бюро Центрального совета Союз машиностроителей России и президента АвтоВАЗа Максима Соколова открывает сегодняшнее заседание. Первым делом глава завода-гиганта рассказал о самом АвтоВАЗе, о деятельности, условиях труда и предлагаемых вакансиях. В Тольятти 32 тысячи работает сегодня, и мы продолжаем набор людей. Только что совещание проводила вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова как раз на эту тему, и об этом уже мы говорили с главой республики. Поэтому, конечно же, такое предприятие имеет огромное значение для всей отрасли и не только автопрома. В цепочке поставщиков АвтоВАЗа задействовано более 1650 предприятий с общим количеством порядка 500 тысяч человек занятых. И, конечно же, это имеет системообразующее значение для всей автомобильной отрасли промышленности. Говоря о промежуточных итогах работы Ингушского регионального отделения «Союзмаш» за первое полугодие текущего года, Мустафа Цуров рассказал о проведенных мероприятиях. В частности, студенты Северокавказского топливно-энергетического колледжа в рамках недели без турникетов посетили ряд предприятий республики, чтобы узнать, какие профессии являются востребованными и перспективными. Также 11 июля в стенах учебного заведения прошло расширенное заседание регионального совета Ингушского регионального отделения с участием вице-президента ОАО «АвтоВАЗ», первого зампреда правительства республики Олега Фурсова, в ходе которого были озвучены намерения завода привлекать ингушских специалистов для работы на производстве АвтоВАЗ. Важно, что колледж готовит студентов для целевого обучения на 125 мест с целью дальнейшего трудоустройства в АО «АвтоВАЗ» в город Тольятти. Уже подготовлено 100 договоров о целевом обучении со студентами, а также в октябре 2023 года 25 студентов направят на производственную практику. Мы усиленно подписываем соглашения с предприятиями для более такой консолидированной работы и развития промышленности в целом. «Союзмаш» – это, если перевести его по-другому, это отраслевой союз работодателей. То есть все крупные заводы, корпорации, которые находятся на территории Российской Федерации, они входят в состав Союза машиностроителей Российской Федерации. Это нам дает возможность и при развитии своей промышленности, и при развитии потенциала республики, и при трудоустройстве наших граждан оказывает максимальное содействие. Необходимо развивать промышленный потенциал региона во всех его проявлениях, отметил Максим Соколов. И как раз этому огромное внимание уделяет и глава региона Махмуд Али Калиматов. Конечно же, необходимо развивать промышленный потенциал, причем во всех его проявлениях. И очень приятно, что сегодня глава дал информацию о том, что будут развиваться в том числе, помимо промышленных предприятий, и IT-кластер, по крайней мере, учебные заведения, которые дадут кадры для не только IT-подразделений предприятий, работающих в республике, но мы с удовольствием ждем таких высококлассных специалистов, в том числе и на АвтоВАЗе. Ингушским региональным отделением Союза машиностроителей России составлен и утвержден план работы на 2023 год, который в том числе охватывает все значимые для региона события. По состоянию на сегодняшнее число Ингушское отделение «Союзмаш» насчитывает 137 членов организации и продолжает набор и рассмотрение заявлений о вступлении. Еще один вопрос на повестке дня – до избрания в руководящие органы Ингушского регионального отделения «Союзмаш». На заседании говорили и о проводимой работе по развитию промышленного потенциала Республики Ингушетия. Свой доклад представил Адам Кукурхоев, исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития региона. Промышленность является значимой отраслью Республики Ингушетия. В экономике формирует 10% валового регионального продукта. Наибольшую долю, если по структуре посмотреть, у нас занимает производство металлургическое, производство готовых металлических изделий, это более 30%. Также в структуре промышленности около 30% занимает производство резиновых и пластмассовых изделий. На долю отрасли производства прочей неметаллической и минеральной продукции приходится 11%. И также доля легкой промышленности и производства пищевых продуктов суммарно достигает 30%. Такая в целом структура промышленности региона.
Если говорить по цифрам, по статистике, то индекс промышленного производства в республике за первое полугодие 2023 года увеличился и составил 113% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Далее состоялось награждение от председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергея Чемизова. Труд второй степени Мустафу Цурова награждает президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. В завершении, по традиции, коллективное фото на память. Ада Мережкова, Асхаб Белакиев, Новости 24.